Доброе утро всем, кто уже открыл свои глаза, и тем, кто только ищет кнопку «Выключить будильник». На календаре 4 июня, четверг, и у нас идеальный баланс. Рабочая неделя идет своим чередом, а мысли о выходных еще совсем не отвлекают от дел. За окном начало лета, хорошее настроение, а вокруг много поводов для радости. Давайте заварим свои любимые утренние напитки, включим любимый телеканал и начнем день вместе. А начнем мы его по традиции со знакомства с погодой за окном. Сегодня в центральных районах ожидается до 15-20 градусов тепла. В Заречной группе 12-18, в южных от 7 до 16, в Вилюйской группе 16-24, в Нижнеленских 13-19, в западных от 12 до 21. В Колымо-Индигирской группе 5-23, в Янских 12-23. На северо-западе от 2 до 24 градусов тепла. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 12 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 16-18 градусов. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы, после чего снова увидимся в нашей студии. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Накануне ранним утром в русло реки Лена вывели первый кофердам Ленского моста. Это один из главных этапов строительства мостового перехода в исторической речной операции. Задействовали 120 человек. Речь идет о кофердаме под номером 10. Сплав конструкции в русло реки проводится с помощью 3 буксиров, 2 из которых тянут кофердам с помощью тросов, а 1 толкает сзади. Суммарная их мощность 4800 лошадиных сил. Конструкция весит более 2000 тонн и по высоте сопоставима с 5-этажным домом. Ее перемещают по западной траектории на расстоянии в 2300 метров к противоположному берегу, где она фиксируется якорями. Со следующей недели у нас уже начало дноуглубительных работ. Кофердам был выведен на промежуточную точку для того, чтобы поймать высокую воду и минимизировать объемы дноуглубления. И у нас с этой недели и начала следующей недели начинаются активные дноуглубления. И мы предполагаем, что уже с конца июля мы будем устанавливать кофердам на проектное положение. Работодатели России до 10 июня размещают на портале «Работа в России» свои предложения о целевом обучении, а с 20 июня стартует приемная кампания, в рамках которой абитуриенты смогут выбрать конкретное предприятие для будущего трудоустройства. Всего в этом году выделено 83 тысячи целевых мест. Столетний юбилей накануне отметил ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Павлов. В день его рождения в зале Республики прошло чествование, где приняли участие родные и близкие фронтовика, а также член правительства. С творческим номером выступил Совет ветеранов Центрального округа, после чего Кирилла Егоровича поздравили представители власти, а председатель Госсобрания Илтумен Алексей Еремеев вручил знак долгожителя с выплатой в 1 миллион рублей. Мы сегодня хотим от всей души сердечно поздравить нашего уважаемого Кирилла Егоровича с его днем рождения и, конечно же, выразить слова благодарности за его подвиг в Великой Отечественной войне, за его труд в послевоенное время. Он внес большой личный вклад в развитие нашей республики. И уже позднее очень большую активную работу проводил и проводит по патриотическому воспитанию. 9 новых спортивных площадок ГТО появятся в этом году, еще 7 в 27-м. За последние 5 лет в регионе было введено 45 аналогичных площадок. Об этом рассказал министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов. По его словам, с 2019 года в Якутии построены десятки современных спортивных объектов. Эта работа поддерживается федеральным и региональными бюджетами, уточнил министр.
Неделя пушкинских спектаклей, приуроченная ко Дню русского языка и Дню рождения поэта 6 июня, пройдет в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина. Каждый из представленных спектаклей – уникальное зрелище. Постановки осуществили разные режиссеры, и они разнятся по стилю и подаче. Более того, один из спектаклей в существующем формате будет сыгран в последний раз. Неделя стартует сегодня в 6 вечера с «Почти сказки» «Барышня-крестьянка» в постановке Ирины Астафьевой. Воздушная, легкая, юморная история о первой счастливой любви. 5 июня также в 6 вечера славянская фэнтези «Руслан и Людмила» в постановке главного режиссера театра Андрея Габышева. Ну, а пока мы знакомились с событиями этого дня, календарь напомнил, у каждого числа есть своя история. И день 4 июня не исключение. Давайте узнаем, чем запомнилась эта дата в истории Якутии, России и мира. На календаре 4 июня – Международный день невинных детей, жертв агрессии, День машиниста крана в России. По народному календарю – Василиск. В день Василиска старались не заниматься никакими делами ни в поле, ни в огороде и говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. Не сеяли, не пахали, страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились. Это день в истории. 1800 год. Завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. 1897. В Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». 1922. Вышел первый номер журнала «Крокодил». 1946. В СССР началось следствие по трофейному делу. 1962. На советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». В этот день родились Алексей Ермолов, русский военачальник и государственный деятель. Михаил Бестужев, Рюмин, русский офицер-декабрист. Евгений Мравинский, советский дирижер, народный артист СССР. Виктор Тихонов, советский хоккеист и хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион. Эдвард Скупшис, актер, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фадей, Федор и Яков. Лето в Якутии короткое, но скоростное, и многие предпочитают передвигаться по городу не на машине, а на самокатах. Экологично, быстро и с ветерком. Однако с ростом числа самокатчиков растет и количество неприятных сценариев: столкновения с пешеходами, падения и травмы. Как получить адреналин, а не переломы? И можно ли объединить лавировать между прохожими и думать о безопасности? О тонкостях городского драйва расскажем вам далее. Электросамокаты – это новый и весьма удобный вид городского транспорта, на котором можно быстро переместиться из точки А в точку Б. Однако у такой езды есть свои нюансы и правила, которые не все знают и не все соблюдают, что иногда может привести к плачевным последствиям. Во-первых, не следует отправляться в путь на самокате по городу сразу, если вы ранее этого не делали. Сначала потренируйтесь в малолюдных местах. А перед тем, как начать движение, убедитесь в исправности тормозов и в том, что аккумулятор самоката заряжен. Многие люди рассматривают электросамокаты в качестве аттракциона, в том числе и дети. Например, можно часто увидеть, как люди едут по двое, а иногда даже по трое человек на одном самокате. Так управлять самокатом становится намного сложнее, и можно легко потерять равновесие из-за перевеса. Так что запомните правило: один самокат, один человек. Ездить на электросамокате следует строго по велодорожкам, если они есть. Во-первых, покрытие велодорожек намного лучше, чем тротуар, а во-вторых, они для этого и были созданы, чтобы не мешать прохожим людям. Уважайте не только пешеходов, но и водителей автомобилей. Они такие же полноправные участники движения, как и вы. Переходить дорогу можно только пешком, а самокат везите рядом. Некоторые водители не уступают дорогу пешеходам и самокатам, поэтому важно сначала убедиться в безопасности маневра и в том, что все автомобили остановили движение. Соблюдайте безопасную скорость. 25 км в час – это максимальная скорость для электросамокатов. А вот заезжая во двор, оглянитесь по сторонам. Но разгоняться до такой скорости можно только в положенных местах и только если вы ездите на самокате уверенно.
Дети до 14 лет могут пользоваться электросамокатами только в сопровождении взрослых. Самостоятельное передвижение на всех средствах индивидуальной мобильности разрешается строго с 14 лет и никак иначе. И самое важное, перед тем, как стать участником движения, независимо от того, на каком транспорте вы передвигаетесь, следует выучить правила дорожного движения. Незнание правил не освободит вас от ответственности, а самое страшное может привести к серьезным последствиям со здоровьем. Берегите себя и уважайте других людей вокруг. А самокат, кстати, отличная кардиотренировка, если, конечно, вы не нарушаете правила. Но чтобы сердце работало правильно, а мышцы были готовы к летним покатушкам, нужен правильный разогрев. Пока вы думаете брать самокат или велосипед, мы предлагаем то, что всегда под рукой – ваше тело. Готовим пульс к активному дню, выходим на утреннюю зарядку. Всем доброе утро. Меня зовут Петр, и мы сейчас сделаем утреннюю кардиотренировку. Так, первое упражнение у нас ходьба на месте. Вдох и выдох, вдох, выдох. Поднимаем пульс до точки сжигания. И вдох, выдох. Во, молодцы, закончили. И второе упражнение – приседания классические. Ноги ставим параллельно тазу. Боком покажу, руки перед собой, на вдох, таз отвожу назад и делаю полуприсед. Упор у меня на пятках обязательно. И выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Колени, дальше носков не идет. Вдох и выдох. Молодцы, закончили. И третье упражнение. Ноги ставим шире и касание с правой стороны по 2 раза. И начали. Раз, два, посередине, раз, два, слева, раз, два, посередине, раз, два, справа, раз, два, и посередине задержались, сделали вдох, 3, 2, 1. Во, молодцы, аккуратно встаем. И ноги вместе. Третье упражнение. Поднимаем правую ногу и от себя направление. И раз, два, 3, 4. И к себе. Раз, два, 3, 4. Во, меняем ногу и от себя. Раз, два, 3, 4. И к себе. Раз, два, 3, 4. Во. И также ноги вместе. И теперь колени. Четвертое упражнение. И вправо по 4 раза движение. Раз, два, 3, 4 в другую сторону. И раз, два, 3, 4. Во, молодцы, закончили. И пятое, последнее. Подъемы на носки, на наши икры. И встали прямо. И на вдох поднимаемся вверх. Вдох и выдох. Делаем медленно. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Во, молодцы. И закончили. Делайте каждое утро зарядку, не ленитесь, вставайте и перед кроватью делайте упражнения каждое утро. До свидания. Зарядка – отличная профилактика от болезней. Но если для взрослого это база, то для ребенка летом главное не только побегать, но и не подхватить то, что эту зарядку отменит на неделю, а то и дольше. Здоровье ребенка – одна из главных тем для каждой семьи, особенно летом, когда дети больше времени проводят на улице, путешествуют, посещают лагеря и чаще контактируют друг с другом. На что родителям стоит обратить внимание, как защитить ребенка от инфекции и какие ошибки чаще всего допускают взрослые. Об этом поговорим сегодня с врачом-педиатром, инфекционистом детской инфекционной клинической больницы Эрчимом Васильевым. Эрчим Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, какие инфекции чаще всего встречаются у детей летом? В летнее время у нас традиционно возрастает заболеваемость кишечными инфекциями, такими как, например, ротавирус, норовирус, сальмонеллез. Ну, это связано с тем, что резервуаром этих инфекций могут быть продукты питания. То есть в летнее время продукты питания у нас портятся быстрее в жаркую погоду. Ну, также имеет быть место водный путь передачи, то есть дети заражаются, купаясь в различных водоемах, озерах, речках.
Ну и в летнее время мы кушаем большое количество сырых, а то и немытых овощей, фруктов, ягод, что тоже может быть фактором передачи. Ну и в летнее время нельзя забывать, что у нас активизируются клещи. Так. Ареал обитания клещей с каждым годом все расширяется, и наша суровая зима якутская, можно сказать, уже не является препятствием для их развития. А какие вот вы продукты посоветовали бы употреблять вот в жаркое время? В жаркое время Что исключить? Ну, помимо фруктов и тех же немытых фрукты, овощей. овощи, ягоды, конечно, нельзя исключать. Просто нужно соблюдать правила. То есть надо их тщательно мыть чистой водой. Ну и, конечно же, употреблять в пищу как можно больше термически обработанную пищу. То есть стараться избегать сырых продуктов каких-нибудь. Ну и стараться долго не держать в жару готовую пищу, а сразу кушать, как будет готова свежую продукцию. Употреблять. Ну, те же, наверное, молочные продукты, Да, наверное, молочные, скоропортящиеся, да. да? Ага, а по каким признакам, да, родителям можно определить, что ребенку необходимо показать врачу? Ну, если мы говорим о кишечных инфекциях, то стоит обратиться к врачу, если есть следующие вот признаки у ребенка. Это, например, ребенок слабый, вялый, имеется необычная вот слабость, когда бывает даже трудно разбудить ребенка. Либо наоборот, беспокойство выраженное, когда ребенка невозможно успокоить, невозможно утихомирить. Ну, и либо стойкое повышение температуры выше 38,5, при котором не получается сбить обычными жаропонижающими. Либо у ребенка долгое время отсутствует мочеиспускание. Например, более 6 часов вы заметили, что ребенок не мочится, тогда стоит обратиться к врачу. Либо вы заметили, что ребенок просто полностью отказывается от приема воды, жидкости. Долгое время, более 6 часов тоже. Ну и если вы заметили, что ребенок не может просто кушать, либо принимать воду, лекарства из-за сохраняющейся рвоты. Все это будет приводить к обезвоживанию, и стоит обратиться к врачу. Ну, соответственно, уже нужно бить тревогу, да? Да. Ага, а какие ошибки родители чаще всего допускают, когда ребенок болеет? Уже? Ну, ошибкой будет, если не обратиться к врачу, если Конечно. если есть симптомы, которые я перечислил. Ну, ошибкой будет начать самолечение, например, антибиотиками. Кишечные инфекции чаще всего вызываются вирусами, при которых антибиотики будут бесполезными, а то и вредными. А ошибкой будет, если не соблюдать предписанное врачом лечение, рекомендации. При кишечных инфекциях назначается специальная щадящая диета, которую строго соблюдать. Ошибкой будет, если насильно начать кормить ребенка. Если ребенок не хочет кушать, то насильно не надо заставлять, потому что организм тратит все силы на борьбу с инфекцией, на пищеварение. Сил останется меньше. А каков стандартный набор той же аптечки, если, допустим, понятно, лето, пора отпусков, да, если семья отправляется туда же за границу, к примеру, да, некоторых лекарств мы знаем там и не выдают, не продают, и, может быть, вообще нет, да, что необходимо взять с собой? Так, в летнее время я бы в свою аптечку добавил средства первой помощи при травмах, ранках, ссадинах, например, антисептик какой-нибудь, бинт, лейкопластырь. Ну и можно добавить еще жаропонижающие средства детские. Можно добавить, если ребенок склонен к аллергиям, то можно добавить антигистаминный препарат. Также можно добавить, если мы касательно тоже про кишечные инфекции, отравления говорим, то можно добавить энтеросорбент какой-нибудь. И препарат солевой препарат против обезвоживания тоже бы добавил. Вот такие средства первой помощи, можно сказать. А правильно ли, что говорят, нельзя сбивать температуру, если она менее 38,5 градусов у ребенка? Такие рекомендации имеют место быть, потому что иммунитет лучше всего работает, если у нас есть повышение температуры. То есть все же надо помнить, что если у ребенка, например, температура 38, и он лежит тряпочкой вообще никакой, то лучше сбить температуру. Или, например, если ребенок
при температуре, допустим, 38,7 чувствует себя хорошо, бегает, прыгает, играет, то тоже спешить не надо, давать лекарства, сбивать температуру. Ну, все индивидуально, конечно. Как укрепить иммунитет ребенка в летнее время, и есть ли какая-то профилактика от тех же инфекций? Да? Ну, и укрепить иммунитет можно просто соблюдая здоровый образ жизни. Ничего нового я вам не скажу. То есть это правильное питание. То есть круглый год то, Круглый что... год, да, то, что рекомендуют. Ну, и средства профилактики, конечно, тоже ничего нового нет. То есть это часто мыть руки с мылом, обязательно перед едой, обязательно после того, как сходили в туалет, и обязательно после того, как зашли с улицы домой. А что касаемо витаминов тех же, необходимо ли их как-то принимать чаще или также продолжать стандартно? Витамины, вот поливитамины, различные витамины, по современным исследованиям у них эффективность, можно сказать, ну, слабая, либо отсутствует. Ну, скажу отдельно про витамин D, конечно. Витамин D надо принимать у нас круглый год, потому что лето у нас короткое, летом у нас солнца мало все равно, и, конечно же, витамином D надо все равно подкреплять организм круглый год, не только зимой. А есть еще такое мнение, что чрезмерная чистота может навредить детскому иммунитету. Насколько это правдоподобно? Чрезмерная чистота, ну, тоже надо найти какую-то вот середину без золотую, фанатизма. без фанатизма. Обязательно, как я сказал, мыть руки перед едой, после туалета, после улицы. Ну и если видим, что есть видимое загрязнение, конечно, стараться там, специально как-то загрязнять, приводить в грязные места ребенку тоже не надо. Ну и чистоту тоже в меру. Вот, например, проводить уборку каждый час, там, например, тоже не стоит. Пусть иммунитет ребенка тоже работает. Ну, достаточно, наверное, в меру проветривать помещение. Проветривать помещение, да. Проводить уборку один раз в день. Рачим Алексеевич, благодарю вас за полезные советы этим утром. Конечно же, здоровье наших детей прежде всего в наших руках, и от нас многое зависит. Спасибо вам большое, удачного дня. Спасибо. А мы продолжаем. Спасибо нашему гостю за важные советы и здоровье детей, и наше с вами здоровье, конечно же, это основа. Но согласитесь, чтобы праздник удался, нужно еще и выглядеть красиво. Близится главный праздник Якутии – Сэх. Белые платья, серебряные украшения, сдержанная элегантность или смелые этнолуки. В чем встречать солнцестояние? Стилисты и эксперты моды уже готовы поделиться своими секретами. Вот сегодня мы как раз с тобой подобрали несколько вариантов базовых таких, ну, я бы назвала это базовый сэх. Потому что в целом праздник длится не один день. Часто, да. То есть ты в один день более нарядный, это открытие, все какие-то официальные мероприятия. Следующий день он уже более такой расслабленный, да. И на расслабленный день мы стараемся уже, ну, то есть что-то такое интересное сделать. Плюс еще есть у нас соцсети, много всего. И сейчас уже это стало как такой какой-то своеобразным модным подиумом. То есть какое-то такое негласное соревнование образов происходит. Ну, смотрите, вот, например, сегодня вот один из вариантов, вот такой вот холодай, вот, который ты, кстати, нам предложила, да, вот в таком оливковом оттенке. Вот можешь, вот, может, порекомендовать, как бы ты его застилизовала? Ну, этот холодай, мы видим то, что он не такой длинный. Здесь можно носить и с кроссовками, и с якутскими сапожками, ну и на каблуках. Мы же говорим о сехе, да? На сехе сейчас очень многие начали носить кроссовки. С кроссовками такая длина, мне кажется, очень даже подойдет. То, что фасон не такой длинный, не будет мешать, когда девушка ходит, да. Это классический холодай, он не такой длинный,
и такой свободный крой. Мгм. Ну смотри, вот я, например, рассматриваю какой-то вариант, например, украшений. Когда мы говорим более классические украшения, вообще в целом это понятно, что они присутствуют у большинства в гардеробе. Например, вот мне нравится такой фасон, когда, например, да, вариант, например, здесь обратите внимание, типа сардана, да, немножечко такой есть эльфийская какая-то тема, немного сказочная. И мне кажется, что наша национальная культура тоже очень хорошо, все эпос и прочее перекликается с каким-то сказочной историей. Здесь можно было, например, подобрать что-то подобное. Вот. Также, например, я бы попробовала варианты, например, с вот такими вот возможными вариантами украшений, которые тоже могут хорошо смотреться. И еще, например, один из вариантов обуви, кстати, который бы я тоже рекомендовала, например, попробовать вместо классических якутских сапог, попробовать, например, кожаные варианты казаки, например. Да, да, тоже прикольно. Или замша. Да, замша какая-то, да. Это тоже может очень красиво смотреться, будет эстетично, будет какой-то такой интересный национальный колорит. Ну и, конечно, не обходится никогда, сейчас подойду, никогда не обходится без головного убора. То есть вот, например, вот сколько раз мы приходим сюда, это солнцепек, либо дождь. Ну, при любом раскладе тебе нужен головной убор. И обычно все выбирают шляпы с широкими полями, какие-то такие очень, скажем, да, такие, ну, это уже якутский стиль, да, правда, можно сказать. Я, например, рекомендую вот один из трендов сезона. Это кепи. Кепи сейчас супер популярные. И вот, например, смотри, какая она, видишь, прозрачная. Да, прикольно. Да? Классная? Да. Мне кажется, что, я не знаю. Если вот с казаками, да. Да, это же интересно будет смотреться. С холодаем, да, например, да. Представляешь? По оттенкам очень красиво смотрится. Мне кажется, это вообще... Да, пояс. Да, мы можем так застилизовать. А когда мы говорим уже про второй день мероприятия, здесь у нас уже вход идет, например, вот такой вот базовый жилет. То есть базовый он с точки зрения национального предмета гардероба, что жилеты всегда присутствуют. И можно уже его тоже попробовать как-то, например, застилизовать. Ну, то есть также этот головной убор мы оставляем. Джинсами, да? Второй? Да, давай, смотри, вот, держи. Да. Вот, что у нас получается? Раз. И у нас получается уже такой тоже очень интересный, понятный, складный аутфит. И внутри можно и майку, и футболку любого абсолютно цвета. Да, то есть уже будет зависеть от характера. Да. Да, конечно, так что любит? Кто-то любит экстра яркие цвета, кто-то любит пастельные оттенки, кто-то любит, вот, чтобы все вот так струилось. Тут уже как бы много вариантов. Поэтому мне кажется, что вообще жилет, ну вот на сегодняшний день должен быть в гардеробе круглый год. Да. Потому что зимой это плюс тепло, летом это уже тоже такой вариант, как бы накинуть что-то, да. И фишка жилетов в чем? В том, что они клево вытягивают силуэт. Скрывают. Да. Не хочется говорить недостатки, что там. Ну, да, то есть они корректируют. Особенности возраста. Корректирует, да, классно корректирует. Жилет всегда клево вытягивает, все корректирует, все, что нужно, подчеркивает, не нужно прячет. Поэтому мы голосуем за жилет в этом сезоне. Да. И еще один из аксессуаров, который бы я точно рекомендовала с собой взять, это сумка. Потому что там всегда нужно куда-то что-то положить. Без этого вообще никак. Да. И если мы берем, например, сумку, то классно, если она вот какая-то вот такая стилизованная тоже, но достаточно объемная, чтобы у вас все туда поместилось. То есть это могут, то есть сумку нужно подбирать не только по эстетическому восприятию, да, а по функционалу. То есть если вы понимаете, что вы с собой берете, так, то есть телефончик помещается, все, что нужно, поместилось, и в целом как бы вот. Эту сумочку можно потом еще носить. Да. Круглый год. И это самое важное, да, чтобы все это можно было потом в дальнейшем уже применять в своем гардеробе. Поэтому, дорогие друзья, обязательно пробуйте, используйте как можно больше различных аксессуаров, да, используйте базу, да, которая вам подходит, какую-то индивидуальную. Тебе большое спасибо, Элла, что согласилась поучаствовать в нашем прямом эфире. Желаем тебе творческих успехов. Спасибо. И, конечно, чтобы твои наряды всегда пользовались спросом. Спасибо, очень приятно. Все, всем пока. А знаете, где можно увидеть самый роскошный наряд? В природе. У некоторых существ перья, клювы и хвосты покруче любого подиума. Кто же эти модники и модницы? Их изучают люди редкой, но невероятно увлекательной профессии – орнитологи.
Так, доброе утро. Меня зовут Слепцова Светлана Геннадьевна. Я заведующим сектором орнитологии в зоопарке Орто-Дойду. Я эту профессию выбрала случайно, как поступила сначала в ЯСХТ на охотоведа и зверовода. Когда я училась в сельхозтехникуме, я познакомилась с однокурсниками. И там два однокурсника, Варламова Надежда и Максимов Александр, предложили мне работу в зоопарке Орто-Дойду. И я согласилась. В зоопарке я работаю 20 лет. Мне работа нравится. Я подвижный человек, общительный. Поэтому люблю зоопарк, свою работу. У нас 5-дневная рабочая неделя. График у нас зимой короткий, потому что рано темнеет, и животные заходят в теплые вольеры, поэтому работы меньше. А летом у нас наоборот, работы много. С утра, как я пришла на работу, делаю обход всех животных в секторе. Потом кормим, делаем обогащение вольеров. В общем, без работы мы не сидим. В нашей работе бывают разные моменты. Привозят раненых птиц, мы за ними ухаживаем, кормим. Бывают с разными характерами птицы. Каждому животному нужен индивидуальный подход. Свою работу я люблю, а выбранной профессии не жалею. И вам желаю найти работу по душе. Орнитологи изучают повадки птиц, знают их голоса и тайны. А есть люди, где также нужно разбираться в аудитории, но человеческой. Многие хотят продвигать свои услуги через соцсети, но не знают, с чего начать. Боятся осуждения или думают, что они не смогут зацепить аудиторию. В следующем сюжете узнаем, как начать проявлять себя даже тем, кто очень боится. Героиня нашего сюжета Анастасия Спиридонова. Она педагог по вокалу и блогер. Все началось с простой цели – найти учеников. Но первое время блог не рос. И тогда она решила начать раскрываться как личность и делиться своей жизнью со всем интернетом. И вот так начался ее путь в блогинге. А сегодня, набравшись опыта, она учит других продавать свои услуги через соцсети. Например, я беру людей, у которых уже есть какая-то экспертность. Допустим, он печет тортики, он нейл-мастер, или он юрист и так далее. В общем, то, что он уже может продавать. Вот. И мы с ним делаем контент-стратегию. То есть, что он может вести, что он может показывать. И дальше мы уже учимся, как снимать рилсы. Тут очень важно, чтобы мы зацепили внимание и удерживали внимание. Клиенты появляются лишь тогда, когда эксперт заявляет о своей ценности. Но для многих это сложный шаг. Анастасия учит своих учеников одному важному правилу. Тут нужно донести ценность, насколько вы классный эксперт. Тут нужно убирать синдром самозванца, заявлять о себе, говорить, что вы умеете, как вы можете помочь человеку. Нужно найти какую-то изюминку в себе и выбиваться из шаблонов, потому что много контента, очень много, и нужно делать что-то необычное. И все же первый шаг дается труднее всего. Анастасия понимает страх новичков, ведь она сама когда-то через это проходила и даже обращалась за помощью к психологу. Ну, изначально, конечно, мне было страшно. Я никогда не вела свой блог раньше. И я понимаю людей, которые боятся вести блог, потому что я сама боялась. И я даже работала с психологом, чтобы начать проявляться. И я начала маленькими шагами действовать. Сначала я просто выкладывала там сторис, 3 штуки в день, вот так вот, это у меня такая цель была. Потом я один ролик выпущу, второй. И сначала это было только как экспертные ролики были. Но когда вас начнут замечать, критика неизбежна. Анастасия советует не бояться этого и задуматься, если же хейт все же не пришел. Мы не можем всем нравиться, это нормально, что есть хейт. Если, например, хейта нет, это наоборот странно. Значит, вы не так уж и ярко проявляетесь. Вот. А как справляться с ним?
нужно отделять критику конструктивную, да, от какого-то негатива, и когда переходит на личности. Если там не конструктивная критика, да, то во внимание лучше вообще не брать. Когда у тебя есть опора и мнение о себе, ты знаешь, что ты классный, тебя уже не волнует, что там скажет другой человек. И когда понимаешь то, что счастливый человек не напишет гадости, ты уже не воспринимаешь эту информацию, эту критику на свой счет. И последний совет от Анастасии. Если у вас нет какого-то охватов, да, там лайков, комментариев сначала нет, это нормально. Вам нужно выдержать, когда вы как будто бы в пустоту действуете. Нужна дисциплина и регулярность. Один рилс в месяц не подойдет, нужно делать постоянно, если вы хотите роста. Постоянные действия, и не обращайте внимания на то, что сначала не получается, это нормально. Если вы давно хотели начать вести свой блог, сейчас самое время. Проявляйте себя, не бойтесь ошибок и помните, сделанное лучше идеального. Разобрались, как покорять виртуальные просторы, а есть места, которые не требуют подписок, чтобы стать важными. Они уже стали легендами. Одна из таких находится прямо в нашем городе. Кто такой партизан Егоров? Почему его именем названа улица? Какие истории хранят старые дома и новые постройки на ней? Отправляемся в небольшое путешествие по памяти и географии Якутска. Здравствуйте! В эфире рубрика «Моя улица». Вы когда-нибудь слышали об улице партизана Егорова? Скорее всего, нет. И это неудивительно, потому что эта улица одна из самых маленьких в Якутске. Ее длина с юга на север всего 319 метров, а с запада на восток – 30. Обычный тихий двор в центральном округе. Но за этой скромностью скрывается история человека, которого уважали красные командиры и помнили в каждом якутском улусе. Сегодня мы расскажем, кто же он, человек, чье имя выбито на табличке почти невидимой улицы. Гаврил Васильевич Егоров родился в 1879 году в бедной семье в Усть-Алданском улусе. С детства батрачил на богатых, по-другому было не выжить. За бунтарский характер его посадили в тюрьму, а потом сослали на золотые прииски Бодайбо. И там, в 1912 году, он стал свидетелем Ленского расстрела, трагедии, когда солдаты расстреляли толпу голодных рабочих. Егорова снова арестовали и отправили в якутскую тюрьму. Но он не сломался. Когда началась революция, Егоров освободился и сразу ушел добровольцем в отряд красного командира Рыдзинского. Воевал на Верхоянии, а в 1923-м освобождал Амгу от войск генерала Пепеляева. За отвагу его наградили орденом Боевого Красного Знамени. А когда война закончилась, Егоров не ушел на покой. По его инициативе в 5 улусах Якутии построили больше 20 школ и больниц. Чтобы решать вопросы, он дважды ездил в Москву и встречался с наркомом народного образования Бубновым, его заместителем Крупской, наркомом здравоохранения Симашко, первым секретарем ЦК ВЛКСМ Косаревым. А когда началась Великая Отечественная, Гаврилу Васильевичу шел 63-й год. И что вы думаете? Он пришел в военкомат и попросился на фронт. Не смог сидеть дома. Увы, воевать ему не довелось. Он тяжело заболел и умер в 1942 году. 9 марта 1977 года улицу Новокурашова переименовали в улицу партизана Егорова. Сегодня это тихий уголок Центрального округа. Обычные дома, обычная жизнь и маленькая табличка, за которой огромная судьба. Память о человеке, который не сломался ни в тюрьме, ни в тайге, ни в жизни. Она видна всегда. Просто нужно знать, где искать. Над рубрикой работала киностудия ЕГЛ. Ученики могут не только хорошо учиться, но и создавать настоящее кино. В Якутске школьники медиаиндустрии средней общеобразовательной школы номер 5 имени Николая Осиповича Кривошапкина сняли сразу 3 короткометражных фильма и объединили их в один альманах под названием «Экзамен на дружбу». Работа уже готовится к большому экрану и с 25 июня выйдет в прокат во всех кинотеатрах нашей республики. Причем это не любительская съемка на телефон, а полноценное кинопроизводство со сценарием
сценарием, съемочной группой, качественной картинкой и звуком. Сегодня мы узнаем, как школьникам удалось создать настоящее кино. В нашей студии сопродюсер проекта Сергей Горчаков и главная героиня 2 фильмов, а также гример по совместительству 3-й картины Алина Башурова. Доброе утро, Сергей и Алина. Доброе утро. Ну, прежде всего, как пришла идея, кому взбрело это в голову, да? Как вот все это создавалось, и, как мы уже сказали, на профессиональной технике, да, все как по-настоящему. Да. Так, ну, получается, на базе бета-школы есть медиастудия, там возглавляет ее Андрей Дьяконов, и в 2005 году, как в образовательном процессе, во время каникул он собрал школьников, энтузиастов, которые уже имели опыт, и начали снимать первых 2 фильма, сняли. Потом я эти фильмы увидел, и мне это очень понравилось. И я решил поддержать. Да, и сделать полный метр. Так. Почему была выбрана именно тема дружбы? Вот эти фильмы как бы рассказывают про переживания детей, их взаимоотношения с родителями, их будущее, что выбрать, потому что это уже как бы дети уже взрослые, 11-классники, перед ними стоит вопрос, то есть это как бы вопрос затрагивает, дети показывают вопрос для взрослых, что для них это, что важно для них. Алина, как ты попала в этот кинопроект? Ну, получается, у меня есть знакомый, который с самого начала активно участвовал в медиастудии. И, соответственно, он узнал то, что снимается кино, то, что они будут снимать кино. И он знал то, что у меня особо нету увлечений на тот момент, у меня вообще не было никаких увлечений, у меня был такой скучный период жизни. И он решил, так сказать, раскрасить и позвал меня в качестве главной героини. Вот. И в последующем меня также ребята звали. То есть никаких кинопроб, как вот в жизни бывает, не было, да? Сразу пригласили. Расскажи про свою роль. Насколько сложно было тебе раскрыться? Это вообще первый опыт твой такой? Ну, в первом фильме, получается, это был мой самый первый опыт, и это было достаточно тяжело, потому что я не знала, чего хочет от меня режиссер, я не понимала, как мне правильно сыграть роль, как мне правильно отразить свои эмоции, чтобы это все понравилось режиссеру, и поэтому это было достаточно тяжело. А во втором фильме там уже было чуть-чуть полегче, потому что у меня роль была не такая уж и сложная, и она была больше приближена к моему реальному характеру в реальной жизни, и поэтому было легче, чем в первом. А чем, Сергей, вот отличается этот фильм, да, от обычных школьных видеоработ? Скажу честно, вот Андрей Дьяконов организовал медиашколу, и там уровень такой, как профессионалы. То есть мы этот фильм показывали профессионалам, и они говорят, что это уровень якутского кино, то есть не хуже там качество, то есть не школьная работа, не на телефон снята, а вот именно там профессионально. А какие задачи ребята выполняли самостоятельно на съемках? Ну, как бы вначале, конечно, у нас были помощники, были профессиональные у нас звукооператоры, звукорежиссеры. То есть у нас команда была как бы профессиональная, но мы как бы занимались обучением школьников, и им было доверено прямо режиссура, то есть самая главная роль режиссуры, операторская работа, звук, тоже вот художники работали тоже, это потом ну, то есть гримеры, то есть все функции выполняли школьники в разных направлениях, и сами же еще играли. Алина, что еще было сложно во время съемок, и что самое такое приятное, что тебе понравилось, осталось вот прям? Ну, самое сложное это было, ну, вот как раз-таки сыграть так, как хочет, так как хочет режиссер, да, и вписаться в график. Ну, вот это было самое сложное, вписаться в график, потому что дубли, соответственно, не с первого раза получается, там очень много дублей, и из-за этого может график сбиться там на 10 минут и даже больше. А ты что-то новое для себя открыла вот, благодаря этому опыту?
Ну, я познакомилась с большинством классных ребят. Они мне, так сказать, вот тут сердечки остались. Ну и, в принципе, это был хороший опыт, из-за чего я поняла, что я хочу двигаться именно в медиаиндустрии. То есть вот такая вот к тебе пришла, раскрылась новая такая грань, да, можно сказать. А сколько времени вообще заняла вся работа по 3 фильмам? Начали делать еще в 25 году, то есть во время школьных, ну, то есть был подготовительный этап, это начался еще в январе 25 года, потом в весенних каникулах был снят фильм, и потом начался монтаж, обработка, и был досъем еще тоже в 26 году, тоже на весенних каникулах, 3-го фильма, он из 4 фильмов состоит. То есть мы уже год. Да, ну такой нормальный, да? Ага, промежуток. Ага. Алина, ну сниматься это одно, а видеть результат это другое. Ты уже видела результат, как вот ты себе на экране нравишься, не нравишься, справилась ли ты, вот чисто твоя оценка? Ну, я видела, получается, вот полный монтаж 2 фильмов, и ну, в одном мне, честно говоря, особо не нравится то, как я сыграла, но мне остальные ребята говорят, что вот это был твой первый опыт, ничего страшного, ты для первого опыта очень хорошо сыграла, это вообще отлично, ты почему на себя наговариваешь, ну вот, ну я так подумала потом, что ну, это действительно все-таки был мой первый опыт, и для первого опыта это было достаточно неплохо. Вот. Во 2-м фильме из-за того, что у меня особо там не было экранного времени, ну, достаточное количество, чтобы определить свою актерскую игру, я как бы осталась нейтральна. Вот. Но в целом фильмы очень хорошие, мне очень нравятся. Ну, как я уже сказала, 25 июня мы ждем премьеру на больших экранах. Кого ждете на премьеру? Ну, это подростков и молодежь, и, конечно, взрослых. Потому что как бы фильм, это подростки рассказывают, дети рассказывают, это взаимоотношения с родителями. То есть это фильм такой для всех аудиторий. Для всех. Спасибо вам огромное, Алина, Сергей. Ждем премьерного дня, конечно же, да. Обязательно посетите кинотеатры, ну и вам дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо. Ну, а любовь к кино живет в каждом возрасте. Кто-то только начинает, а кто-то уже завоевывает большие залы. О последних киноновинках проката, о фильмах, которые заставят плакать, смеяться или думать, рассказываем в нашей постоянной рубрике. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Мистический хоррор «Пассажир». Спустя несколько недель жизни на колесах молодая пара становится свидетелем жуткой аварии, в которой погибает водитель. Вскоре за ними начинает охоту демонический преследователь, от которого не уйти. Он следует за ними, куда бы они ни направились. Ну что, нас ждет целая неделя приключений. Дэнни! Ленту «Дэнни и Мэнни» в кино. В центре сюжета история дружбы, которой предстоит пройти серьезные испытания. Когда Дэнни получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему агенту Андрею, они с Мэнни, привыкшие всегда быть вместе, впервые оказываются в разлуке. Погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дэнни постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью, а искренность ценнее любых контрактов. В это же время Андрей переживает кризис в отношениях с невестой. И именно Дэнни помогает ему заново поверить в любовь. Пошли, родной. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире.
В этом году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составляет порядка 955 тысяч рублей. Об этом рассказали в соцфонде. Уточняется при этом, что работающие россиянки получают выплату на основе заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые платил работодатель. В соцфонде также добавили, с прошлого года размер этой финансовой меры поддержки для студенток-аспиранток увеличился в 4 раза. На сегодня пособие для них составляет почти 100 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная его тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Владимир Путин выступит на пленарном заседании с большой речью. На нем также выступит и президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. После завершения пленарного заседания пройдет беседа Путина с заместителем председателя КНР. На повестке этой встречи будут вопросы двустороннего сотрудничества. В этом году в форуме примут участие, к слову, политики из 76 стран мира. В рамках форума пройдет более 300 деловых мероприятий. С 1 по 10 июня специалисты теплоэнергии заняты гидравлическими испытаниями сетей. Воду под большим давлением пропускают через трубопровод. Так оборудование проверяет на прочность и обнаруживает прохудившиеся участки. В селе мастера и слесари теплоэнергии будут заниматься ремонтом трасс, чтобы следующая зима прошла без происшествий. В этом сезоне предприятие планирует заменить и смонтировать около 7,5 километров сетей тепло- и водоснабжения. В целом по предприятию, в частности по нашему филиалу, это начало большого объема подготовительных работ. Да, мы начали подготовку уже начиная с отопительного сезона, начали готовить котловое оборудование. Сейчас оно у нас готово почти на 100%. Сейчас у нас пойдет большой упор на текущий ремонт и замену сетей тепловодоснабжения, подготовку оборудования, насосных групп, теплообменного оборудования и так далее. Так что до конца летнего сезона работы у нас будет предостаточно. Около сотни детей младшего звена борются за звание победителя регионального чемпионата по скоростному счету. Олимпиада по ментальной арифметике проходит в школе номер 39, где участвуют ребята от 6 до 12 лет не только из районов республики, а также из Забайкалья. Интеллектуальный чемпионат состоит из 6 этапов, где дети по технике специального счета должны найти правильное решение сложных заданий. Кстати, занятия ментальной арифметикой формируют визуально-пространственное мышление, улучшает концентрацию внимания. Соревнования проводятся во 2-й раз. У них есть умножение многозначных чисел. Это очень сложно. Это, получается, они должны знать таблицу умножения прям до миллисекунды, и еще и многозначные числа складывать. Вот это, я думаю, очень сложно. И когда они решают сложение вычитания там в 10 слагаемых, это тоже очень много занимает времени. Это, получается, у них память очень хорошая должна быть. В Якутии, между тем, начался сезон сбора дикого зеленого лука. Он растет в больших количествах в речных поймах и на островах. Сезон цветения зависит от местности, а обычно длится до середины июня. Лучше всего собирать растения до того, как на верхушке созреют семена. Как только появляется цветочная стрелка, лук становится жестким, волокнистым и теряет свой вкус. В окрестностях Якутска можно найти лук скорода, стелющийся ветвистый, прямой и блестящий. Всего на территории республики же произрастает 9 видов дикорастущего лука. Лук прямой и скорода встречаются во всех районах, а блестящие ветвистые только в центральных и юго-западных. Это были все новости. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо коллегам, а мы продолжаем. Иногда кажется, что домашние питомцы скучают без своих хозяев. Но енот, которого вы сейчас увидите, решил не скучать, а устроить настоящее приключение. Девушка приютила зверька и ненадолго отлучилась по делам. Всего за пару часов пушистый проказник сумел превратить квартиру в зону стихийного бедствия. По предварительной версии, енот добрался до крана и открыл воду. В результате полы оказались затоплены, а вещи разбросаны по всей квартире. Но самое забавное началось уже после происшествия. Когда хозяйка вернулась домой, она застала
застала не только последствия потопа, но и самого виновника. Похоже, енот понял, что натворил, и попытался исправить ситуацию весьма необычным способом. Он старательно возил по мокрому полу обычный носок, словно швабру. Видео быстро разлетелось по соцсетям, а пользователи шутят. Главный урок этой истории – никогда не недооценивать енота, оставшегося дома без присмотра. Так, и еще одна интересная новость. В сети набирает популярность видео, снятое над Тибетом. На кадрах в небе появляются гигантские красные вспышки, которые многие сначала приняли за нейросетевую графику или спецэффекты. Но это абсолютно реальное природное явление. Камеру удалось запечатлеть так называемые красные спрайты. Один из самых редких и загадочных видов молний на нашей планете. В отличие от обычных разрядов, которые возникают между облаками и Землей, спрайты появляются гораздо выше, на высоте от 50 до 90 километров в верхних слоях атмосферы. Из-за своей необычной формы они напоминают медуз, деревья или даже призрачные силуэты, поэтому их нередко называют красными призраками неба. Такие вспышки длятся всего несколько миллисекунд, поэтому увидеть их невооруженным глазом крайне сложно. Ученые изучают это явление уже несколько десятилетий, однако многие процессы его возникновения до сих пор остаются предметом исследований. А нам остается просто любоваться этими невероятными кадрами, которые выглядят словно сцена из фантастического фильма, согласитесь. Ну и на этой прекрасной фантастической ноте я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго. Сегодня желаю вам отличного настроения, чтобы все ваши планы обязательно были выполнены. Обязательно улыбайтесь и побольше вам добрых людей вокруг. Увидимся завтра в 7 часов утра на наших телеканалах.